Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушские джитсеры показали впечатляющие результаты, завоевав 5 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу ACB JJ World Open Championship Gi and No Gi 2024. Ислам Хазбиев стал двойным золотым призером в весовой категории до 65 кг среди подростков ГИ и в абсолютной весовой категории. Рустам Мациев завоевал золото в категории до 85 кг среди пурпурных поясов No Gi. Дени Нальгиев также стал золотым призером категории до 40 кг среди подростков ноуги и серебряным в ГИ. Алихан Гагиев и Аслан Мурзабеков завоевали золото и бронзу в своих категориях. Выделился еще и Ильяс Хашигульков, став тройным серебряным призером в различных категориях. Стоит отметить, что Умар Арцыгов также отличился на этом чемпионате, завоевав серебряную медаль. Соревнования проходили накануне в Красногорске в спорт-арене «Аквариум». Ингушские бойцы завоевали 1 золото и 2 серебра на открытых соревнованиях по грэпплингу и микс-файту «Путь воина». Золотую медаль в весовой категории до 33 кг среди детей от 6 до 7 лет ноуги завоевал Адам Эдичини. Братья Сапралиевы, представляющие школу Мавлюдова, также порадовали результатами. Иса Сапралиев занял 2-е место в категории до 30 кг среди детей от 10 до 11 лет. Рамазан Сапралиев стал серебряным призером в категории до 24 кг среди детей от 8 до 9 лет. Оба выступали в разделе ноуги. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Олимп» в городе Волгодонске. Знаменитый ингушский боец UFC Моусар Евлоев находится на 1-м месте в топ-5 лучших полулегковесов России по версии портала Fight Matrix. За нашим бойцом идет Тимур Хизриев. На 3-м месте Ислам Омаров. 4-м стал Рустам Керимов, а замкнул пятерку лидеров Алексей Полпудников. Напомню, что Евлоев является непобежденным в своей весовой категории с рекордом 19-0. Сборная России по футболу может принять участие в отборочных турнирах к чемпионату мира 2030 года. Такое заявление сделал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Российским спортсменам дали наставление сохранять свою форму и тренировать силу в соревнованиях другого уровня. Российская сторона всегда будет являться неотъемлемой частью мирового спорта. Без спортсменов из России все проходящие соревнования можно считать неполноценными, заявил Чернышенко. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.